Терпение перед трудностями, которые постигают тебя на этом пути. Представь, что по этому пути, который изложен в этих 4 вопросах, по этому пути шли пророки, шли посланники Аллаха, мир и благословение Аллаха Субхану ва Тааля. Они шли по этому пути, их постигали гонения, их постигали лишения. Люди причиняли им обиды, доставляли им страдания. Это лучшие из людей, пророки и посланники. Они претерпевали много мучений, страданий, тягостей на этом пути. Поэтому не может быть. Такого не бывает. Исключено. Чтобы шел человек по этому пути, по пути знания, деяния, призыва, и при этом ничего его не постигло из испытаний. Если идешь по этому пути, приготовься. Обязательно будет то, что потребует от тебя терпения. Услышишь неприятные слова, обидные слова. Может быть, люди будут причинять тебе какие-то страдания. Какие-то будут сложности. Непременно будут. Но это на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Это благие страдания. И человек, когда получает страдания на пути Аллаха, ради Аллаха Субхану ва Тааля, он счастлив. Потому что на самом деле все люди, они испытывают в этом мире какие-то тяготы, какие-то лишения, какие-то страдания, верно? Любой человек, он испытывает. Но одно дело, когда ты испытываешь тяготы и страдания просто из-за каких-то мирских вопросов. Другое дело, когда на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Это счастье. Это счастье. Рассказывает, один человек пришел к людям, постучал в дверь, они открыли. Открыл человек. И он говорит ему: я хочу подарить вам что-то, рассказать вам о религии, подарить вам что-то из религиозную книгу. Этот человек разозлился и плюнул ему в лицо. Плюнул в лицо. Этот человек, который пришел призывать, призывающий, он вытер лицо и сказал: «Альхамдулиллах, альхамдулиллах, благодарю тебя, Аллах, что меня на твоем пути постигла вот эта обида, что это на твоем пути». Когда тот хозяин дома услышал такие слова, ему стало очень стыдно. Он позвал его, завел в дом, усадил, сказал: извини меня, я очень прошу тебя прощения, расскажи, что ты хотел мне сказать, пожалуйста, скажи. И когда тот человек рассказал, хозяин дома принял ислам. Альхамдулиллах. То есть, если на пути Аллаха постигает тебя что-то, не сокрушайся, альхамдулиллах, благодари Аллаху Субхану ва Тааля. Идешь по этому пути, обязательно постигнут тебя вот такие вот сложности. Терпение на поприще чего? Терпение, говорит автор. На поприще чего терпение? Не только на поприще дa'ва. Знание требует терпения, получить знания. Да, требует от человека терпения. Большого терпения. Альхамдулиллах, пусть Аллах даст сабр. И вам сейчас даст сабр. Слушать, понимать и учить, и запоминать. Знания. Второе. Деяния требуют терпения. Требуют терпения. Призыв требует терпения. Далее. Уляма делят сабр на 3 вида. Сабр, терпение, 3 вида. Первый вид терпения. Терпение называется по-арабски аля таатиллах. То есть терпение в отношении покорности Аллаху. То есть выполнение того, что приказал Аллах. Аллах приказал намаз. Перед намазом нужно совершить вуду, омовение или гусль. Аллах приказал сиям, пост. Аллах Субхану Тааля приказал закат. Аллах Субхану Тааля приказал хадж. Аллах Субхану Тааля приказал умру. И так далее. Вот выполнять приказы Аллаха, для этого нужно терпение, бороться с нафсом нужно. Да, вот это первый вид и самый высший вид терпения на самом деле, как говорят уляма. Может быть, не самый сложный, но самый великий. Второй вид терпения – ан ма'асиятиллах. Некоторые говорят аля ма'асиятиллах. Это ошибка. Не аля, а ан здесь. Ан ма'асиятиллах. То есть терпение в отношении прегрешений, ослушания Аллаха Субхану ва Тааля. В чем оно заключается? Аллах запретил что-то не делать этого, удержаться и не сделать харам. Что сложнее, первый вид или второй? По-разному бывает. Для некоторых людей второй бывает сложнее первого. Может быть, у него какая-то есть очень страшная привычка какая-то нехорошая, пристрастие какое-то, ему отказаться от этого. Человек, например,
таким недугом страдает, как алкоголизм или курение или еще что-то, отказаться для него, может быть, это сложно, требует действительно большого терпения для него. Лучше, может быть, что-то сделать из религиозного деяния, то есть первый вид терпения проявить, чем это. Для других, наоборот, что-то сделать сложно. Как бы то ни было, это второй вид терпения. Третий вид терпения – аля акдарилля. Терпение в отношении того, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. То есть по жизни случаются с тобой в течение твоего нахождения на этой земле, пребывания на земле, разные беды, несчастья, лишения. Ты теряешь близких, родных, или теряешь имущество, терпишь какой-то имущественный убыток, или испытываешь страх, тревогу и так далее. Разные виды испытаний, того, что предопределяет тебя Аллах Субхану ва Тааля, в отношении этого нужно проявлять сабр, удерживая свое сердце от негодования, возмущения, язык от слов, несогласия с Аллахом Субхану ва Тааля, возмущения, органы от действий, которые выражают несогласие, когда человек начинает бить себя по щекам или рвать на себе волосы, одежду и кричать, и кататься по земле и так далее, сыпать себе на голову землю. Разные виды бывают у людей проявление этого нетерпения, когда что-то постигает из бед и горести. Так вот, нужно удерживать себя. Это третий вид терпения в отношении того, что предопределено Аллахом: болезни, лишения, бедность и так далее.